Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. В студии работаю я, Джибека Барбекова. Еще раз здравствуйте. Общественный транспорт столицы в период карантина работать будет пока без изменений, с перерывом в обеденное время для его санитарной обработки. Об этом сообщают в мэрии. Напомним, что мэрия ранее ввела послабление, были сняты временные ограничения на посещение парков, скверов, бульваров, площадей. Разрешена деятельность точек проката велосипедов. Это касается и работы общественного транспорта в выходные. Каким образом будет обеспечиваться безопасность, мы уточним у нашего гостя. Разрешите представить, это Сатыбалды Хакимов, начальник управления городского транспорта. Здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Вот буквально с той недели, если не ошибаюсь, с тех выходных, опять-таки возобновили работу общественного транспорта в выходные дни. Скажите, пожалуйста, какую тенденцию вы наметили на сегодняшний день? То есть будет ли также продолжаться работать в этом же режиме или все-таки будет пересмотр алгоритма? Здравствуйте. Значит, эти режимы работы общественного транспорта, значит, постоянно рассматриваются. Мы каждый день ведем анализы. Ну, конечно, в первую очередь сегодня ситуация не позволяет, чтобы мы полноценно начали работать. Мы смотрим ситуацию, какая сегодня у нас проценты заболеваемости, да, насколько она снижается. Я думаю, мы уверены, что сейчас идет на спад. В ближайшее время мы этот вопрос еще рассмотрим, чтобы полноценно начал работать общественный транспорт. Ну вот сейчас, как уже обозначают, да, и на брифинге, республиканский штаб, Министерство здравоохранения, все-таки ситуация эпидемиологическая в Бишкеке остается достаточно напряженной, да, даже несмотря на то, что у нас все-таки рост заболеваемости пошел на спад. Конечно, с возобновлением экономической деятельности мы не можем, да, ограничить опять-таки так, как было в режиме чрезвычайного положения, вот так прямо локально, да, движение транспорта. Потому что мы понимаем, что людям надо работать, людям надо добираться, да, до своих точек. Скажите, пожалуйста, вот все-таки согласно санитарным нормам, какие меры безопасности предпринимаются? Потому что, как мы знаем, да, один рейс того же самого общественного транспорта, к примеру, маршрутки, да, по городу составляет около 2–2,5 часов. То есть это достаточно длительное время, и риски распространения коронавирусной инфекции, естественно, увеличиваются. Поэтому хотелось бы, конечно, акцентировать внимание на безопасности. Да, конечно. В первую очередь мы обращаем внимание на безопасность наших горожан, наших пассажиров, наших граждан Кыргызстана. Да? С возобновлением общественного транспорта, значит, весь общественный транспорт перешел на усиленный режим работы. Это по соблюдению санитарных норм. Это что означает? Это говорится о том, что каждый транспорт перед выездом, это утром рано, да, они выезжают полшестого где-то, первый, да, начинается обработка автотранспортного средства. Значит, автобусные парки, троллейбусные парки, они перед выездом в обязательном порядке обрабатываются автобусы, значит, выдаются водителям маски, они имеются, да, и они проходят нарколога. Также при работе на линии, мы, значит, поставлены задачи, имеются конечные остановки, на конечных остановках имеются диспетчерские пункты. И в диспетчерских пунктах задействованы работники предприятий. Вот эти работники, значит, контролируют санобработку автобусов. Каждый водитель, значит, после каждого рейса. Это рейс у нас в одну сторону, потом в другую сторону. Но у нас есть каждой на конечной остановке, я имею в виду диспетчерские службы. Вот они водители. Когда количество машин мало, конечно, водители за один рейс, за полрейса не могут успеть, чтобы обработать, почистить машину, да? Но через каждый рейс они уже проводят влажную уборку салона. У каждого водителя имеются дезинфицирующие средства. Они сами намачивают тряпку, да, и потом обрабатывают поручни, сиденья, ну, где касание рук пассажиров. Да. И во время перерыва у каждого водителя есть за один день работы по 2 раза перерыв у них. Вот за каждом перерыве, значит, водители совместно с диспетчерской службой обрабатывают салон полностью и по возможности обрабатывают колеса автобусов. Вот такие вот мероприятия мы проводим. Ну, перед тем, как задать следующий вопрос, я хотела бы уточнить по цифрам. Да? Сколько у нас вообще общественного транспорта выходит на линии на сегодняшний день и все ли? Значит,
с условиями режима работы. На сегодняшний день, конечно, количество автобусов, троллейбусов не хватает, выезжает в малом количестве. Автобусы выезжает 100-110 ежедневно, троллейбусов 110-120, плюс-минус. А микроавтобусы где-то на сегодняшний день 1400. Во время тех режимов работы было еще меньше количество. Но на сегодняшний день режим работы как бы немножко упростили, и водители начали выезжать. Мы понимаем, что вот эти все дезинфекционные, да, мероприятия, о том, что вы отметили, да, что необходимо промыть и поручни, и сделать влажную уборку внутри салона, да, это занимает достаточно много времени. Получается, что все-таки вот именно вот циркуляция по линии, она идет с опозданием? Ну, я бы не сказал, что много времени занимает, потому что там водитель… Ну, если тщательно дезинфицировать, да, то это достаточно да, много водители времени для хозяйков, да? Не, водители и диспетчер, они вместе, они обрабатывают. Ну, конечно, да, надо, чтобы тщательно обрабатывать, надо много времени, но ну, хотя бы как бы избежать от этой инфекции, мы стараемся что-то сделать, чтобы распространение этого вируса было не в таком количестве. Вы сказали о том, что непосредственно диспетчерские, да, которые вот на конечных точках, они, так скажем, проверяют, да, каким образом дезинфицируется тот же самый общественный транспорт. А кто-нибудь еще, кроме этого, проверяет? Потому что ну, не все водители достаточно ответственно относятся к этому делу. Да, правильно. Значит, в каждом предприятии есть свои ответственные лица, которые ежедневно проверяют. Но кроме этого, значит, автобусным парком, троллейбусным управлением созданы мобильные группы. Мобильные группы, значит, выезжают как на конечной остановке, так и на линии. Они проводят в первую очередь разъяснительные профилактические работы. Это они ведут работу с пассажирами, с водителями. Они заходят в салон, проверяют, все ли пассажиры в масках. Если нет масок, они говорят, надевайте маски. Если вообще нету масок, иногда приходится высаживать их. Ради безопасности не то что его, а остальных граждан наших. Не, ну, конечно, на словах, да, звучит это все очень четко, но тем не менее, по факту мы же сейчас наблюдаем, что сейчас очень многие люди расслабились, и водители даже не всегда, да, требуют непосредственно от самих пассажиров той же самой ношения масок, социального дистанцирования абсолютно не обеспечивается, потому что люди, видно. Они не только на посадочных местах, да, как вообще принято, да, согласно алгоритму Минздрава, то есть только 70% наполняемости должно быть, и еще в шахматном порядке. Мы сейчас видим, то есть и стоячих пассажиров, не говоря уже о посадочных местах. Да, вы правильно подчеркнули. Значит, действительно, после возобновления работы мы наши мобильные группы работали очень так бы мобильно, да? А потом мы приостановили, потому что уже люди сами, понимая, не стали даже много выходить на улицу, да? Тогда было видно, что транспорт ездят полупустые почти, все в масках. Действительно, сегодня они расслабились и пассажиры, и водители, поэтому сейчас вот со вчерашнего дня выпустили мобильные группы обратно. Мобильные группы сейчас будут вести свою работу. Я думаю, горожане уже начнут понимать, что пока нельзя расслабляться. Ну, тем не менее, мы же видим факты, да, и поэтому, скорее всего, у нас эпидемиологическая ситуация. Кроме этого, значит, управлением городского транспорта созданы тоже мобильные группы с участием ГАИ, транспортной инспекции и сотрудники санэпидемстанции. Они тоже проводят свою работу, значит, штрафуют водителей, те, которые не соблюдают нормы. Таким образом, работа идет, но есть водители, которые… больше процентов водителей знает, что это надо, необходимо. Но есть проценты какие-то, они недопонимают. Поэтому мы проводим разъяснительную работу. И иногда уже не один раз, если они нарушают, мы вынуждены штрафовать их. Скажите, пожалуйста, какая ответственность, да, вот эти штрафы в каком размере? Ну, размеры разные. Значит, если водитель без маски, пассажиры без маски, у них есть по статье 130 штраф 1000 сомов. Если водитель перегрузом перевозит пассажиров, да, там по статье транспортной инспекции и ГАИ штраф 3000 сомов. А у вас есть какая-нибудь определенная статистика на сегодняшний день, сколько уже нарушителей, да, выявлено? Потому что я даже проезжая, я не езжу на общественном транспорте, но даже проезжая мимо, я вижу, что достаточно большое количество водителей, почти даже 70%, я бы сказала, они не носят маски. И то же самое касается пассажиров, потому что в окно я наблюдаю, и на самом деле можно видеть, что многие люди
Они абсолютно игнорируют это Ну, положение. я же сказал, да, действительно, люди расслабились, но ответственность водителей есть. Они есть. Ну, иногда, возможно, снимают что-то, но в основном, в большинстве они носят маски, да. Значит, что я хочу сказать. Сколько На сегодняшний день нарушителей? более 200, составлено более 200 протоколов, точнее 225 протоколов на сумму 433 тысячи. Это с какого периода? Это с 1 июня. Ну, относительно малое количество. Да, То есть это потому что, не показывает истинную да, картину, я когда считаю. вот в июль месяц, когда был огромное количество больных, да, вот тогда я же сказал, количество и пассажиров было мало, и все были ответственны, и пассажиры, и водители. Тогда было действительно мало протоколов составлено и мало штрафов. Учитывая то, что какую колоссальную работу, да, провело наше правительство, все соответствующие службы, да, и мэрия в том числе по противодействию коронавирусной инфекции, конечно, необходимо соблюдать эти меры безопасности, чтобы опять-таки у нас не было вот этой второй волны, которую прогнозируют на сегодняшний день все эпидемиологи. Да. Скажите, пожалуйста, может быть, будут введены какие-то дополнительные меры, именно вот относительно санитарных норм в общественном транспорте, потому что сейчас вот первая четверть, конечно, как мы знаем, она вот для всех школьников, кроме первоклассников, начнется в режиме онлайн, но тем не менее в дальнейшем же будет пересматриваться вот эта вот традиционная форма обучения, и тогда уже все, конечно же, будут опять-таки пользоваться общественным транспортом, и это, конечно же, довольно опасно. Ну, здесь, согласно установленных норм, да, правил, да, значит, мы будем усиливать эту работу, усиливать. Я думаю, что с 1 сентября уже будут выезжать большее количество, как микроавтобусов, так и автобусов, троллейбусов. Тогда уменьшится интервал движения между автобусами, да, и я думаю, в это время, значит, количество пассажиров в каждом автобусе или троллейбусе уменьшится, и соблюдение норм уже, наверное, будет соблюдаться. Ну, у нас среди телезрителей были такие вопросы, да, относительно непосредственно самих водителей общественного транспорта. Они спрашивали, а возможно ли организовать проведение ПЦР-теста, да, непосредственно самих водителей, потому что они курсируют целый день и, возможно, могут распространять COVID-19. Я хочу сказать, значит, во время карантина, да, когда было все закрыто, общественный транспорт не работал, учреждения не работали, когда автобусный парк, все водители автобусов перевозили как медиков, так и милиционеров, так наших граждан, которые прилетали с других государств, да. И вот тогда было, да, действительно, мы боялись, что водители могут заразиться. И тогда первый раз мы провели ПЦР-тесты, все водители прошли, у всех было нормально, да, то есть отрицательно. Недавно, опять же, мы попросили ЦГЦН, чтобы провели тесты наших муниципальных предприятий. Все водители, как троллейбусом, так и автобусным парком, они прошли. Мы эту работу проводим. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы и проверить водителей микроавтобусов. Да. Мы этот вопрос сейчас поднимаем, и я думаю, в скором времени мы этот вопрос решим. В микроавтобусах намного больше рисков распространения, потому что это достаточно маленькое, да, пространство, а троллейбусы, автобусы, конечно же, и хорошо проветриваются, и можно там соблюдать ту же самую социальную дистанцию, я считаю. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Конечно, у нас было еще достаточно много вопросов, но, к сожалению, время у нас ограничено. Я надеюсь, что мы еще встретимся в рамках нашего телеэфира и зададим еще дополнительные вопросы, которые у нас есть. А я напомню нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях был Сатыбалды Хакимов, это начальник управления городского транспорта. А говорили мы вообще о работе, да, общественного транспорта и каким образом будут соблюдаться все санитарные меры для того, чтобы обезопасить всех пассажиров от коронавирусной инфекции. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.